Благодарю Комитет по обороне и России, безопасности. председатель комитета по обороне, Комитет по агропродовольственной политике, пожалуйста. заместитель председателя комитета. Приятно познакомиться. Очень приятно. Рафимов, секретарь Совета Безопасности. Ваше превосходительство, глубоко уважаемый господин президент, я от имени всех сенаторов Российской Федерации хочу сердечно приветствовать вас на Верхней Палате Российского парламента, вас, членов вашей делегации. Я хочу выразить вам признательность, что в таком плотном графике вы нашли возможность встретиться с сенаторами Российской Федерации. Мы помним очень тепло нашу первую встречу в 2021 году в рамках вашего первого официального визита в Российскую Федерацию. Сегодня у вас состоялись переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Знаю, что они были очень плодотворными, содержательными, конструктивными. Достигнуты договоренности по дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами. И хочу заверить вас, что мы, законодатели, сделаем все необходимое для того, чтобы те решения, которые были приняты, они были претворены в жизнь. Программа вашего визита действительно очень насыщенная. Завтра у вас еще предстоят переговоры с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным. И мы искренне признательны вам за то, что вы принимаете участие в мероприятиях, посвященных 78-летию нашей общей победы в Великой Отечественной войне. Вчера вы посетили Ржев, мы наблюдали эту торжественную церемонию открытия мемориального комплекса героически погибшим киргизстанцам. И завтра в качестве почетного гостя вы будете принимать участие в параде Победы на Красной площади. Мне кажется, это еще раз подчеркивает тот особый дух отношений между нашими странами и между нашими народами, и наше такое единство в сохранении памяти об истории и памяти о героических подвигах наших предков. Безусловно, мы всегда будем помнить, какой весомый вклад внесла Киргизия в нашу общую победу, защиту Москвы в составе прославленной дивизии имени Панфилова. И как сенатор от Санкт-Петербурга я каждый раз об этом говорю искренне, что мы чрезвычайно благодарны вам за то, что 16 тысяч ленинградцев-блокадников были эвакуированы в Киргизию в годы войны, в том числе и дети, которые обрели новый дом на Иссык-Куле. И поверьте мне, что ленинградцы, петербуржцы помнят о душевности киргизского народа, о той теплоте, о том радушии и гостеприимстве, с которым вы встречали самое такое трудное время для ленинградцев, блокадников. Поэтому можно уверенно говорить сегодня, и мне кажется, повторять это можно, что вот эта российско-киргизская дружба, которая прошла испытанием войной, она является таким надежным фундаментом нашего дальнейшего многопланового сотрудничества, союзнического сотрудничества по-настоящему, межгосударственных отношений, в том числе парламентской составляющей. Я хочу вас поблагодарить за вашу поддержку парламентского взаимодействия. Вы сами были парламентарием и хорошо понимаете, прошли эту школу, хорошо понимаете, насколько важно развивать отношения между законодателями в рамках межгосударственных отношений. В начале этого года, вернее, недавно, 25 апреля, мы принимали председателя Жигарку Канеша, коллегу Шакиева, в рамках его первого официального визита в Россию и поддерживаем его конструктивный настрой на дальнейшую совместную работу. Также вы знаете, что в начале марта этого года мы с большой радостью принимали с визитом вашу супругу Айгуль Жапаровну и вместе с ней открыли, провели первый российско-киргизский женский форум.
очень активно поработали, условились и дальше продолжать нашу совместную работу, в том числе в рамках Евразийского женского форума по продвижению женской повестки. Форум действительно прошел очень успешно. Госпожа посол была активным участником, это подтвердит. И поэтому прошу вас передать ей самый теплый привет, наилучшие пожелания и подтвердить, что мы ее всегда ждем в Москве. Хочу еще раз вас искренне поприветствовать, уважаемый господин президент, пожелать вам успешного визита. Я уверена, что он придаст такой мощный импульс всему комплексу отношений между нашими странами. Благодарю вас за возможность этой встречи. Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. Очень приятно встречаться с вами сегодня в канун Дня Победы. Примите мои самые теплые и искренние поздравления по случаю этого великого праздника. Говоря о двусторонних отношениях, хочу с большим удовлетворением подчеркнуть, что Российская Федерация является одним из главных партнеров Кыргызской Республики, союзником, с которой установлены дружественные отношения в духе союзничества и стратегического партнерства. Мы всегда с большим удовольствием встречаемся с российскими коллегами. В ходе этих встреч всегда находим полное понимание по всем актуальным вопросам кыргызско-российского взаимодействия. Благодаря насыщенному и доверительному политическому диалогу между странами сохраняется положительная динамика развития кыргызско-российских отношений. Считаю, что прошедшие в текущие встречи придадут дополнительный импульс поступательному развитию кыргызско-российских отношений. Уважаемая Валентина Ивановна, впечатлен проведенным под вашим председательством в городе Москве первым в истории двусторонних отношений с женским форумом с участием первой леди Айгул Джапаровой, как вы отметили, группы женщин-депутатов Чугур Кенеша и представителей государственных органов Кыргызской Республики. Считаю плодотворным итоги официального визита Төрага Чугур Кенеша Кыргызской Республики Нурлана Шакиева в Российскую Федерацию недавно, 24 и 26 апреля этого года. Безусловно, все эти мероприятия и встречи свидетельствуют о тесных двусторонних взаимоотношениях и демонстрируют возможности парламентской дипломатии как важного внешнеполитического ресурса в поддержании и укреплении двусторонних межгосударственных отношений. Приятно отмечать, что на сегодняшний день парламенты наших стран эффективно сотрудничают на всех площадках межпарламентского диалога, в частности, в рамках Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ, а также других международных организаций. Полагаю, что у межпарламентского сотрудничества между нашими странами остается большой потенциал и надеюсь, что работа в этом направлении будет продолжена.